Добро пожаловать! Исәнмесез, рәхим итегез. Сәлам, хуш килдегез. Чумбрачи пары ялка. Соколка – небольшое село в Бугульминском районе, но с богатой 200-летней историей. Соколка от слова «сокол». По словам местных, назвали в честь вольной птицы и называют себя не сокольчанами, а курчанами. Переселенцы из Курской губернии. Курчане были волелюбивые. За их волю в XVIII веке Екатерина II и решила их переселить. Так образовалось село Курчан Соколка. Народ был вольный, и вольности тогда боялись. Вот их переселяли, расселяли, чтобы они на соседних сел не действовали. После переезда прошли столетия, но курчане не забывают о своем происхождении. Тогда, в XVIII веке, как рассказывают старожилы села, на старых телегах семьи перевезли утварь, национальные костюмы. И туды гора, и сюды гора. Это семья Малыхиных. Глава семьи помнит еще своего прадеда. Он рассказывал, как жители села Апочки Курской губернии переселялись в наши края. Он 1800 какого-то года, сейчас не помню. Его привезли еще сюда, не его, а еще его деда или отца ли его привезли сюда еще маленьким, когда переезжали, переселялись. Сохранили Малыхины традиции предков. Каждое воскресенье большая семья встречается за большим столом с курчанскими блюдами. Картошник готовят практически каждый день и в каждой семье. Сегодня и мы попробуем. Для этого нужно сварить картофель, помять его, добавить туда лук. А еще сливочное масло, молоко, яйца – все перемешать и отправить в духовку. Раньше все готовили в печи. Особенно любили пшенную кашу, или как ее здесь называют кулеш. А еще курчанские плюшки – пшенники. Заправляется сливочным маслом и готовится сдобное тесто. Есть у сельчан и свой напиток, привезенный 200 лет назад из Курской губернии – узвар. Он готовится из разных ягод, и смородины, и малины, и сластью не сахаром, а медом. А запах? Курчане сохранили мягкий южный говор и гордый нрав. Мягкое «г», например, «а» вместо «о», предлог «у» вместо «в». По говору узнают уже. Или если скажешь Соколки, скажут уже все, курчане приехали. Соколка, милая моя, как мать лелеешь ты меня. Здесь мирно, дружно все живут. Татарин, русский и удмурт. Интернациональная школа – еще одна достопримечательность села. Одна из старейших школ в Бугульминском районе, основана еще в 1908 году. У них практически в каждой семье была гражданская книга, которая на то время была очень редкой в России. СМС, здравствуйте. Аваны. Многонациональность здесь не только школа, но и местный ФАП. Надежда Вишневская, фельдшер-акушер села, работает больше 40 лет. По национальности чувашка, но ради своих пациентов выучила и татарский. С татаршем блин татарша, по-русски, русскими по-русски, с чувашцами по-чувашски разговариваем. Соколка расположена в удивительном красивом месте. Вокруг горы, богатые леса, река Зай. Все это и привлекло когда-то переселенцев. Красивый Курский островок в Татарстане. Так писали про Соколку еще в советское время. Но у курчан есть в селе свой красивый уголок – родники. Сюда приезжают невесты с кувшинами. Здесь жители встречаются на крещении. Черный ключ имеет свою историю. Говорили, что здесь черные камни были. Вот они в счет черного родника, чтобы знать. Во-первых, они очень чистые. И, во-вторых, у них что летом, что зимой одна температура воды. У села есть свой народный вокальный ансамбль «Сокольская курчаночка», созданный еще в 60-х годах прошлого столетия. Традиционные костюмы курчан, самобытность, народная манера исполнения – они сохранили старинные песни про бабушек. Приезжала казанская экспедиция, записывали бабушек сюда. И вот и по этим записям мы также восстанавливаем эти песни. Протяжные старинные песни, а еще необычный народный костюм. Именно домотканные были юбки, домотканные были кохты. Кстати, вот еще название кохта. Это не платок, котетка, это не пояс, это покромка. Вот так и живут в Соколках курчане, с песней, с традициями, со своей культурой. И передают их из поколения в поколение. Филюза Ахмедуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Бугульминский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.